Добрый день, дорогие восьмиклассники! С вами сегодня я, учитель русского языка и литературы Грибанова Наталья Михайловна. Тема нашего урока – способы передачи чужой речи. Прямая речь, диалог. В ходе урока мы ответим на следующие вопросы. Какие существуют способы передачи чужой речи? Что такое прямая речь? Какие знаки препинания используются при оформлении предложений с прямой речью? Чем отличается диалог от прямой речи? Что значит быть культурным человеком? Эпиграфом к нашему уроку будут слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, советского и российского филолога, культуролога, искусствоведа, доктора филологических наук, профессора. Уметь говорить – искусство, уметь слушать – культура. В беседе, в рассказе о чем-либо часто появляется необходимость передать слушателю или читателю чужую речь, то, что говорили или писали другие. В русском языке есть целый ряд способов для передачи чужой речи. Поясню. Чужая речь – это высказывание автора или других лиц. Чужой речью может быть устная речь, письменная речь или мысли, не записанные или не высказанные вслух. Слова, вводящие чужую речь, называются словами автора или авторскими словами. Какие же способы передачи чужой речи можно отметить? Первое. Предложение с прямой речью. Например, Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Слово дано человеку, чтобы свои понятия сообщать другому». Второе. Предложение с косвенной речью. Например, Анатолий Федорович Кони утверждал, что для успеха речи важно течение мысли. Третий. Предложение с вводными словами, указывающими на чужую речь. Например, как гласит пословица, «Жизнь дана нам на добрые дела». Четвертый. Предложение с дополнением в форме предложного падежа с предлогом «о», указывающим на содержание чужой речи. Например, мой друг рассказал мне о сайте мастерской скорочтения и памяти. Как вы думаете, что позволяет точнее передать чужую речь? Предложение с прямой речью? Предложение с косвенной речью? Предложение с вводными словами? Предложение с дополнением в форме предложного падежа с предлогом «о»? Думаю, вас не затруднил вопрос. Конечно, предложение с прямой речью. Почему? Что же такое прямая речь? Прямая речь – это дословное воспроизведение чужого высказывания. Для ее передачи используются специальные синтаксические конструкции, которые состоят из двух компонентов – слов автора и, собственно, прямой речи. Прямая речь может состоять из одного, двух или нескольких предложений. В них передается не только содержание чужой речи, но и форма. Например, «На день надо смотреть, как на маленькую жизнь», писал Максим Горький. Слова «на день надо смотреть, как на маленькую жизнь» – это прямая речь. А слова «писал Максим Горький» – это слова автора. Еще один пример. Талант – это чудо и великая тайна. Составляющие таланта – смелость, великодушие, мужество, честность, утверждал писатель Юрий Бондарев. В данном примере прямая речь состоит из двух предложений. Эти слова мы заключаем в кавычки. Второе предложение в прямой речи повествовательное. Ставим запятую, закрываем кавычки, тире и слова автора со строчной буквы. А теперь подробнее о знаках препинания в предложениях с прямой речью. Если прямая речь стоит до слов автора, то она заключается в кавычки. В конце прямой речи ставится соответствующий знак, восклицательный, вопросительный или запятая, если это повествовательное предложение, а затем тире и слова автора с маленькой буквы. Прямая речь после слов автора. Ставим двоеточие, открываем кавычки
и записываем предложение, которое составляет прямую речь, с соответствующим знаком. Девочка воскликнула: «День будет прекрасный». Предложение восклицательное, мы ставим восклицательный знак. Обратите внимание на такие схемы расстановки знаков препинания. Слова автора разрывают предложение прямой речи. Например, «Сегодня, — сказала учительница, — будет новая тема». Кавычки открываем в начале предложения и закрываем в конце предложения. После прямой речи запятая, после слов автора запятая. Прямая речь пишется дальше с маленькой буквы. Слова автора стоят между предложениями прямой речи. Например, «Ты рада встрече?» – спросил друг. «Мы давно не виделись». Пример похожий, только в прямой речи содержится вопрос. Поэтому после слов автора точка, и последнее предложение прямой речи мы пишем с прописной буквы. Прямая речь стоит между словами автора. Учитель спросил: «Зачем обезьяне мозг философа?» И класс задумался. Я думаю, задумались и вы. А действительно, зачем? Применим правило. Правильно ли расставлены знаки препинания? Обогащайте себя знанием русского языка. Читайте больше, писал Максим Горький. Нет, неправильно. В прямой речи повествовательное предложение. Поэтому перед словами автора ставим запятую, тире, закрываем кавычки и слова автора пишем с маленькой буквы. Обогащайте себя знанием русского языка. Читайте больше, писал Максим Горький. Еще один пример. Правильно ли расставлены знаки препинания? Антон Павлович Чехов писал: «Краткость – сестра таланта». Опять ошибки. После слов автора необходимо поставить двоеточие. Внутри прямой речи необходимо поставить тире, так как подлежащее и сказуемое выражено существительными в именительном падеже. Антон Павлович Чехов писал: «Краткость – сестра таланта». Познакомьтесь с текстом. Расставьте знаки препинания. Проверьте себя. Было у матери 7 дочек. Однажды она поехала к сыну. Вернулась через неделю. Дочки стали говорить, как они скучали. «Я, мамочка, — сказала первая, — скучала по тебе, как маковка по солнечному лучу». «Я ждала тебя, — проговорила вторая, — как сухая земля ждет воды». «Родная, — промолвила третья дочь, — я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке». «Мне было без тебя, — щебетала четвертая, — как пчелки без цветка». «Ты снилась мне, — произнесла пятая, — как розе снится капля росы». «Я высматривала тебя, — прошептала шестая, — как вишневый сад высматривает соловья». А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды помыть ноги. Как вы думаете, какая дочка проявила больше любви и внимания к матери? Верю, что вы поняли смысл этого прекрасного текста. Добрый день, Дальян. Добрый. А ты слышал, вышло новое обновление в PUBG Mobile? Здорово. А что там обновилось? Новые локации, новые скины. Отлично. Надо как-нибудь вместе поиграть. Я, кстати, недавно новое приложение скачал для изучения английского языка. Тебе скинуть? Давай, только увидимся после уроков. Договорились. Скажите, можно ли назвать то, что вы видели на экране, прямой речью? Нет, это разговор, диалог.
Это встреча двух друзей. Слово дня. Диалог. Разговор между двумя лицами, обмен репликами, сценический диалог. В переносном смысле этого слова переговоры, контакты между двумя странами, сторонами, политический диалог, конструктивный диалог. Прилагательное, которое образуется от этого слова, диалогический, диалоговый, из словаря Сергея Ивановича Ожегова. Слова для сравнения. Монолог, полилог. Употребление в речи. «Мало читаю и невнимательно читаю», – строго упрекнул он себя. «Живу монологами и диалогами почти всегда с самим собой». Подберите синонимы к слову «диалог». Беседа, разговор, переговоры, собеседование, совещание. Диалог используется в тех случаях, когда необходимо передать несколько реплик разговаривающих между собой героев. Диалог – это разговор между двумя или несколькими лицами. В литературоведении это литературное произведение, написанное в форме разговора. Обращаю ваше внимание на слова «монолог» – речь одного лица, обращенная к слушателю или к самому себе, сценический монолог, внутренний монолог и полилог – это разговор нескольких действующих лиц в литературном произведении. Но мы сегодня с вами говорим о диалоге. Диалогической речи присущи следующие характеристики. Для диалогической речи в разговоре должны участвовать минимум 2 человека, между которыми происходит обмен репликами. Обстановка должна носить непринужденный характер. Речь постоянно меняет направление от одного участника к другому. Активно используются внеязыковые коммуникативные средства. Обычно в процессе диалога люди не склонны использовать сложные предложения. Они часто внедряют в свою речь сокращения, неправильные словообразования, нарушают существующие синтаксические нормы, используют неполные предложения. Какие же знаки препинания используются при диалоге? После слов автора ставим двоеточие, каждую реплику записываем с новой строчки, ставим тире, предложение записываем с заглавной буквы. Если после высказанной мысли необходимо записать слова автора, то ставим запятую. Слова автора пишем с маленькой буквы, как и в предложениях с прямой речью. Но главное отличие – в предложениях с диалогом нет кавычек. Закрепляем полученные знания. Следующее задание. Прочитайте притчу, расставьте знаки препинания. Старинная китайская притча рассказывает о юноше, который обратился к мудрецу с просьбой взять его в ученики с тем, чтобы наставить его на путь истины. «Умеешь ли ты творить добро?» – спросил мудрец. «Конечно», – ответил юноша. «А знаешь ли ты, что такое зло?» «Нет». «Так иди», – воскликнул мудрец, – «и познай это». Мысль мудреца одновременно проста и сложна. Кто не узнал и не пережил зла, тот не может быть по-настоящему деятельно добр. Проверьте себя. Старинная китайская притча рассказывает о юноше, который обратился к мудрецу с просьбой взять его в ученики с тем, чтобы наставить на путь истины. «Умеешь ли ты творить добро?» – спросил мудрец. Вопрос мудреца пишем с новой строчки, ставим тире, в конце предложения вопросительный знак, тире, слова автора пишем со строчной буквы. «Конечно», – ответил юноша.
Ответ юноши с новой строчки, с прописной буквы перед предложением тире. А знаешь ли ты, что такое зло? Нет. В данном случае используется предложение, состоящее из одного слова «нет». «Так иди», – воскликнул мудрец, – «и познай это». В данном предложении слова автора разрывают слова мудреца. Знаки препинания те же, что при прямой речи, но без кавычек. Мы сегодня много говорили о чужой речи, о способах ее передачи, о диалоге, о монологе и даже полилоге. А знаете ли вы правила, которые необходимо соблюдать, чтобы ваши беседы были содержательными, интересными, полезными? Позволю себе дать несколько советов. Правила ведения беседы. Первое. Самое главное условие подлинного общения – постоянное внимание к собеседнику. Второе. Научитесь внимательно слушать. Мудрецы утверждают, что существует только один способ стать хорошим собеседником – уметь слушать. Третье. Не старайтесь говорить много. Сдержанность и уместность в разговоре ценнее, чем болтливость. Чем вы немногословнее, тем внимательно прислушиваются к вашему голосу. Крикунов и болтунов, как правило, не слушают серьезно. Четвертое. Никогда не перебивайте собеседника. Умейте дослушать до конца. Прожуй, прежде чем проглотить. Дослушай, прежде чем говорить, гласит народная мудрость. Пятое. Если вы заняты делом и в это время к вам обращена речь, оставьте дело и выслушайте говорящего. Шестое. Никогда не оскорбляйте собеседника прозвищами, обидными словами, даже если он не прав. И седьмое. Разговаривая, следите за своими руками. Очень плохая привычка крутить пуговицу собеседника, хватать его за руку, хлопать по плечу. Вот такие советы. Надеюсь, они вам помогут приобрести новых друзей и не растерять старых. В ходе урока мы с вами ответили на следующие вопросы. Какие существуют способы передачи чужой речи? Что такое прямая речь? Какие знаки препинания используются при оформлении предложений с прямой речью? Чем отличается диалог от прямой речи? Что значит быть культурным человеком? Я возвращаюсь к тем словам, которые стали эпиграфом к нашему уроку. Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. Учитесь правильно, грамотно говорить, но еще важнее – научиться слушать. Домашнее задание. Вам нужно составить диалог, состоящий из 5-6 предложений на тему «Встреча друзей». Наш урок закончен. До новых встреч!